Жайдым bir ғана тоноғай кезінде ай адырлы ғана тонун бетінде Саңгүлден таңдап бір дүзгін ай жайдары ғана селким ай есімде. Я Чинарбекқызы Назгуль, родом из Таласской области, 1994 года рождения, вот, 31 скоро. Вот, выросла вот в Таласской области, с 9 лет уже приехали в Бишкек, есть специализированная школа-интернат для слепых слабовидящих детей. И я туда поступила позже, чем обычно, потому что мы не знали, что такая школа есть. И вот с 9 лет я училась уже в этом интернате. В 2014 в сентябре к нам пришел в школу, я уже училась в 11 классе. Нурак Абдрахманов, это очень известный, легендарный был, ходячей энциклопедией называли, коммузист. Много у него было произведений, и он со своими учениками пришел по определенному проекту учить таких детей, как мы, на комузе, на игре по комузу. И мы год, получается, 9 месяцев учились у него. У меня есть учитель, в школе был и есть Дмитрий Михайлович. Они мне помогали по жизни. Он мне вторым отцом, как бы я его считаю. И он дал направление мне поступить в Арабаево. Там есть факультет был художественной культуры и образования, в котором была кафедра музыки. Я туда поступила в 14-м, после 11 класса. Проучилась 4 года. Я закончила русскую школу, но потом пошла в институт, на кыргызском языке училась 4 года. Есть песня собственного сочинения, авторская, называется «Сүйүү азабы». Хочется мне ее исполнить, из нее немножко отрывочек. Сураннан көрүнчү мага жүрөгүмдү сыздатпай, сагынамын ада тынча, күтөм сени талыкпай. Ойлорумда жалгыз өзүм, бассам турсам сен эстен, сүйөм деген ысык сөзүң, уксамчы деп менен сен. Жашоо неге мынча татаал, жан дүйнөнү сыздатат, сүйгөн менен бир кылбаса, анда неге жаратат. Бирок үмүт үзбастан мен күтөмүн жакшыны, балким башка жүрөктөрдөн мен табармын бактымды. Балким башка жүрөктөрдөн мен табармын бактымды. В апреле 2019 года я пришла вот в эту школу. Меня оформили с 1 сентября 2019 года сюда, да, и по сей день я тружусь здесь, зарабатываю. Я в детстве хотела стать филологом. Если бы у меня было немножко даже зрения бы
то я, наверное, пошла бы туда, вот в языковые куда-нибудь. Если бы я видела, я бы водила машину, это в первую очередь. Я бы выбирала себе сама стиль и цвета. Нет, сейчас я тоже вещи выбираю сама, но все равно без, получается, без совета другого человека, которому я доверяю, допустим, сестре или еще своим близким подругам. Не обхожусь, потому что вещь может мне понравиться, но цвет может не подойти. Я бы очень красиво одевалась бы. Ну, как-то вот, конечно, больше веры было бы в себя. Ну, она у меня сейчас есть тоже. Ну, было бы больше уверенности. Я бы, ну, если бы сейчас, там, допустим, увидела, я бы кардинально поменяла свою жизнь в другую сторону. Но мой характер, вот все, что при мне есть, вот именно вот мой характер, стержень, хотелось бы, чтобы он был таким же. Мне кажется, учителем быть и полноценному человеку нелегко. С нашими такими вот небольшими, получается, недостатками, ну, как бы из-за того, что, да, есть такая неполноценность со зрением, нам, конечно, приходится тяжело. Если обычные учителя могут проследить, там кто-то неровно сел, она вот конкретно к нему обратиться, там: Саша, допустим, сядь, пожалуйста, ровно, руки сложи так, и за всеми их движениями, глазами можно проследить. А мы этого не можем делать, поэтому я распределяю детей в определенном порядке. Вот с этой стороны сажаю мальчиков, с той стороны девочек, чтобы хотя бы у меня была возможность обращаться к определенному полу. Да? Там мальчики, там вторая парта, ну-ка тихо. Я примерно слышу расстояние, с какой парты шумят. Вот. Дети, конечно же, мне помогают. У меня и коллектив очень отличный, все ко мне относятся очень лояльно. Вот. Поэтому тяжело, конечно, но вполне возможно работать. Я вот на баяне играю, на хомузе, гитаре и фортепиано немножко. В 2012 году выступали с фондом НМГГ, был проект «Я пою, а значит я живу». Люди с ограниченными возможностями здоровья выступали дуэтом с известными эстрадными певцами. И я пела там с Анжеликой, с Айгульчаловой, много очень, Даниэль, Султан Садралиев. Вот на основе этих проектов каждый год, там по 2 раза даже мы выступали, бывало. Я, получается, с рождения такая, но у меня было светоощущение. Издалека вот отец в детстве очень часто проверял. Я видела свет очень хорошо, причем сдалека видела. Но почему-то потом и это светоощущение пропало. Если везде темно-темно и забрежет какой-то свет, машина проедет, я почему-то это тоже чувствую. Да, если везде светло и еще один какой-нибудь источник появится, я его не почувствую. Здоровье – это здравый ум. Это для меня самое важное. Я, став взрослой, это очень хорошо поняла. Если не будет у тебя мышления здравого, это самая худшая инвалидность, я считаю, в жизни. Я хотела бы увидеть лица родных, близких,
не только родных, но и друзей своих, которых я очень люблю, ценю. Это есть у каждого незрячего. Но это, понимаете, так как я не вижу с рождения, оно не заостряется на этом вот внимание такое. Это, это не самая прям такая главная мечта вот, из того, что хотелось бы в зрячей жизни мне. Потому что я чувствую их. Я знаю, что в любом случае для меня они будут самые красивые, ведь и у вас точно так же, у всех людей, родные люди, близкие люди будут все равно самыми красивыми для каждого человека. Я хочу приобрести себе жилье, и сейчас, пока у меня его нет, я из многодетной семьи, вот, поэтому... На квартире даже? Ну, пока да, пока мы снимаем. Хотелось бы вот в ближайшее время, я очень стараюсь, приобрести жилье, завести семью, работать в творчестве, вот, развиваться. Может быть, со временем я хочу открыть студию, кабинет, чтобы обучать детей на гитаре, по вокалу, не только детей, взрослых, кто захочет. Вот. Хотелось бы так вот.